Первый день форума Общественной палаты России «Сообщество» начинается в культурно-досуговом центре, где свои проекты представили участники выставочной экспозиции «Успешные социальные проекты Республики Ингушетия», о деятельности которых сегодня мог узнать любой желающий. Не упустил такой возможности и глава региона Махмуд Али Калиматов. Наша организация работает с 2016 года и объединяет людей, которые неравнодушны к социальным проблемам общества. Основным направлением в нашей работе является поддержка одиноких пожилых людей, поддержка малых. Сколько у нас одиноких пожилых людей? Сейчас у нас те, которые наши подопечные, это около 40 человек. 40. В основном это одинокие бабушки. Очень добрые сердца и добрые дела. Я прям поддерживаю. И какую-то общественную палату. Они очень много помогают. Мы знаем, если кому-то нужна поддержка, мы обращаемся, они объявляют сборы очень хорошие. Сообщество «Форум» для тех, кто действует, гласит надпись на каждом баннере и на каждом представленном здесь стенде. Подробно рассказано о цели и ожидаемом результате проекта. Например, Национальный детский театр Ингушетии стремится к сохранению и развитию традиций фольклора и родного языка, а проект «Орнамент» занимается возрождением и популяризацией художественных промыслов ингушского народа. Скажите, пожалуйста, это традиционно или это просто для всех? Этот уличный убор, это реплика на подшлемники, которые были обнаружены в склепах города Ингушетии. Вот, видите, Уличные подшлемники. А размер как определяется? Или на всех один? Нет, это в разных размерах. Да? Нет, в разных размерах мы валяем, и они замечательный головной убор. Летом не жарко, зимой не холодно. А в основном у вас приобретает их кто? Это в основном наши мужчины. Наши, да? Да. Ну и, конечно, очень много туристов, им нравится тоже ручная работа. Глава Ингушетии ознакомился с экспозицией «Зависимостям нет», цель которого – апробация системной реабилитационной технологии, направленной на избавление от наркотической, алкогольной, игровой зависимости. В главе республики ко дню российского флага представили юноармейский проект «Ротор Ингушетии». Где-то год назад мы со своей командой, у нас было 6 человек, мы выехали в отпуск в город Таганрог, в детские дома, куда вывезли детей. Ростовскую. Да, с ЛНР и ДНР. Мы туда приехали поработать волонтерами, аниматорами. Вот у нас есть на стенде, как все это происходит. Нет, у нас вообще в целом, если говорить в целом, сообщество, то у нас очень серьезная подготовка. И у нас, по-моему, более 8 тысяч, 20 тысяч. 20. Вот, видите? Итак, десятки экспозиций, где участники форума сообщества, федеральные эксперты, а их около 70, пообщались и познакомились с представителями некоммерческих организаций. Члены общественной палаты смогли погрузиться в социально-экономическую среду региона. Ну, знаете, вообще здорово принимают на ингушской земле, Республика Ингушетия, вот этот молодой город, наверное, самый молодой город из регионов нашей великой державы. Вы знаете, вот это вот приходит очень такой бодрящий оптимизм в связи с этим. И то, что форум проводится в Ингушетии, в Магасе, это, конечно же, здорово. Это, конечно же, здорово, это знаковое событие в жизни общественников, которые происходят несколько раз в год. И еще раз говорю, я думаю, работа будет плодотворной. В форуме «Сообщество величия России. Сохранение наследия и многовековых традиций» принимают участие представители НКО, гражданские активисты, волонтеры, журналисты. Программа встречи предполагает обсуждение духовных ценностей и взаимодействия органов власти с бизнес-сообществом республики. Знаете, на самом деле выставка – это всегда показатель определенных достижений, да, которые есть у региона в плане развития некоммерческого сектора, гражданского общества. У вас большое количество некоммерческих организаций, которые занимаются сохранением культурного, духовного наследия. Это и народные промыслы. И очень хорошая динамика в плане развития различных спортивных движений, которые у вас происходят.
это культура, самобытность, поэтому нравится абсолютно все. Сохранение наследия и многовековых традиций – тема пленарной сессии форума, которая стартовала уже в актовом зале. По традиции мероприятия началось исполнение гимнов страны и республики. Ведущий форума сообщества Константин Придыбайло познакомил присутствующих с федеральными экспертами, выразил благодарность главе республики за прямое участие в проведении такого престижного форума. Махмуд Али Калиматов, цитируя президента страны, отметил: сегодня Россия сражается с мировым злом, и одно из наших оружий против недруга — сохранение единства в многонациональной семье. В преддверии этого общего собрания была проделана огромная работа. Поэтому благодарен Атаку. Дорогие друзья, хотел бы несколько слов сказать. Мы живем с вами в период сложнейших вызовов, на которые достойно отвечает наша великая многонациональная страна и любимая Россия. Россияне сильны душевной щедростью, верностью, лучшими традициями и ценностями. Человечность, сердечная доброта, преданность Отечеству, уважение к другой культуре, готовность помочь ближнему, качество, свойственное российскому русскому человеку. Ингушетия – это часть российского многонационального народа. Сегодня мы с большим великодушием принимаем эстафету проведения форума сообщества на нашей древней земле вековых башен. Председатель Общественной палаты Ингушетии Лейла Амирханова выразила уверенность, что диалоговая площадка состоится на высшем уровне. Отметила, впереди немало вызовов и идей, которые успешно будем реализовывать. Прежде всего хочу выразить слова благодарности Общественной палате Российской Федерации за высокое доверие и честь проводить форум в Республике Ингушетия. На экране вы могли видеть лишь часть проектов, которые реализуются нами. Представители самых крупных и активных некоммерческих организаций и объединений входят в состав нашей общественной палаты. И проекты, которые мы реализуем, направлены на качественные изменения в регионе. Участников форума поприветствовали в режиме видеоконференции уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, замначальник управления делами президента страны по общественным проектам Александр Журавский, а также пламенный привет прямо из космоса участникам форума сообщества передал герой России, космонавт-летчик Олег Кононенко. Дорогие участники форума сообщества Общественной палаты Российской Федерации. Культура и духовное наследие субъектов Российской Федерации традиционно является акцентом развития общества. Особенно актуально это слава в рамках исторического тренда сегодняшнего дня. На вопрос представителей средств массовой информации, почему на площадке проведения форума сообщества была определена тема сохранения традиций, глава республики Махмуд Али Калиматов отметил, что президент страны определил мудрый вектор, по которому нужно работать. Задача – остановить то самое негативное влияние либеральной части мира, оказываемое на нашу страну. Что говорит наш президент Владимир Ильич Путин? Он говорит: давайте, традиционные ценности – это религия, обычаи, традиции, уважение младшего старшему. Ну, то есть то, что хотели размыть. То есть размыть в полном понимании этого слова. Мы социальное государство. А социальное государство с традициями, оно связано. То есть, потому что поддерживают родных, близких. Это о чем говорится, что мы в одной семье живем. Каждый, никто у меня не заберет, что я ингуш. Религию мою тоже не заберет. Но она не должна мешать другим. Ни моя национальность, ни мое вероисповедание. Участники форума также могли задать свои вопросы спикерам пленарной сессии и принять участие в онлайн-голосованиях, посвященной основной теме мероприятий. На случай возникновения технических неполадок в зале присутствуют волонтеры. В общем, живой дискуссии на площадке ничего не мешает. Адам Мережков, Али Зязиков, Магаз 24.